Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы расскажем о крупной аварии на проспекте Победы. «Лада Гранта» после столкновения перевернулась 3 раза. Я уже там ничего не помню. Говорят, 70. 2 малолетних детей госпитализировали в больницу. Покажем, по какой причине опрокинулся КАМАЗ на улице Рустема Яхина. Поворачивает налево, сворачивает налево, ну и не вписывается в поворот. Авария произошла после остановки общественного транспорта. Пропавших детей стали находить чаще. В течение суток в дежурной части поступает от 5 до 7 заявлений, обращений о безвестном исчезновении граждан. Куда и почему люди уходят из дома? Это и не только. Прямо сейчас. 4 человека погибли в результате страшной аварии в Сабинском районе. Трагедия произошла в 15:50 возле села Кильдебяк на трассе Лесхоз-Сабы. По предварительным данным, водитель «Лады Ларгус» выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с ехавшим там «Шевроле Эпика». В результате страшного удара водители обоих автомобилей, а также 2 пассажира «Лады» погибли от полученных травм на месте происшествия. 3 человека, в том числе 2 ребенка, пострадали в результате серьезной аварии на проспекте Победы. Поздно ночью рядом с улицей 2-я Азинская столкнулись 2 «Лады Гранта». Машина, в которой находились дети, после удара снесла дорожный знак, перевернулась 3 раза и вылетела на парковку торгового центра. О причинах и последствиях расскажет Рамиль Шайдулин. Я уже там ничего не помню. Говорят, 70. Водитель трижды перевернувшейся «Лады» был единственным, кому не потребовалась помощь медиков. А вот пассажирку вместе с 2 детьми пришлось срочно госпитализировать. Машина была помята чуть ли не со всех сторон. Особенно досталось тем, кто сидел сзади. Там вот у младшего 4 годика. Травма руки, по-моему, плеча. А старший сегодня день рождения, 10 лет. Вот юбилей встретил машину. Как раз сидел вот там, где самое больше пострадала машина. Он живой, живые все остались. Травмы, к счастью, оказались несерьезными. Кроме них, скорая помощь забрала и девушку, сидевшую за рулем 2-й машины. Автоледи, по рассказам очевидцев, жаловалась на боли в ноге и находилась в состоянии эмоционального шока. Позднее медики диагностировали у нее сотрясение головного мозга. Именно ее многие собравшиеся на месте ДТП считали виновной в аварии. Кто-то машина, говорит, ехал с большой скоростью по автобусной полосе. А он сюда поворачивал, и она его насадила, говорит. Сзади ударил. По версии свидетелей, до аварии девушка, ехавшая по автобусной полосе, постоянно перестраивалась из ряда в ряд, подрезая соседние машины. Так ли это, предстоит выяснить на разборе в ГИБДД. Степень вины каждого автомобилиста станет известной после определения тяжести травм всех пострадавших. Рамиль Шайдулин, Айрат Назипов, Адель Муллахметов. Вызов 112. По похожему сценарию 3 часами ранее на проспекте Победы столкнулись Audi A3 и Chevrolet Aveo. Водитель последней вместе с женой везли в салоне автомобиля крысу. На повороте к дому ветеринара автомобиль снесла немецкая иномарка. Удар был такой силы, что одна из машин вылетела на бордюр, едва не потеряв все колеса. Анна Городнова продолжит. Сереж зовут. Там уж Сереж. Оперативно доставить Сережу к ветеринару не удалось. На повороте к дому автомобиль попал в аварию. Женщина, сидевшая на пассажирском сиденье, получила травмы и была госпитализирована. Порез головы, так сказать, зашивать, не знаю, сотрясение. Оба автомобилиста имели разные взгляды на причины произошедшего. Водитель Audi заметил, что хозяин «Шевроле» со 2-го ряда неожиданно вырулил перед ним, став поворачивать. Владелец немецкой иномарки в это время двигался по автобусной полосе и сам хотел повернуть на прилегающую территорию. Хотел вот заехать в магазин как раз резины, перестроился по разметке, получается, на автобус для поворота. Вот, снижал скорость, в повороте поворачивал, тут резко передо мной повернул Авео. Вот, он, как мне объяснил, он говорит, я смотрел в GPS, говорит, увидел, что это дом, и резко повернул. Соответственно, я ему в бок и въехал. Водитель «Шевроле» подтвердил, что намеревался совершать подобный маневр. Мужчина был уверен, что успеет повернуть без всяких последствий, однако не принял в расчет скорость 2-го автомобиля. Я стал поворачивать, в зеркало смотрю, вдалеке летит Ауди на большой скорости. Не знаю, говорит, в общем, что хотел повернуть. Но на такой скорости, я не знаю, вписался ли бы он в поворот, и оторвались были у него колеса на такой скорости. Это что-то удивительно просто. Учитывая, что ни у кого из участников аварии не было свидетелей и видеорегистратора, вероятнее всего, отстаивать свои версии им придется своими силами. Анна Городнова, Айрат Назипов, Адель Муллахметов. Вызов 112.
47-летний водитель КАМАЗа пострадал в результате падения грузовика на бок. Авария произошла на улице Рустема Яхина. Грузовик, груженный щебнем, упал рядом с остановкой общественного транспорта. Однако по счастливой случайности люди не пострадали. Что стало причиной падения, узнала Нафиса Минязова. Она не уступила, вот это считается главной. Не уступила, считай, камазисту. Альберт стал очевидцем произошедшего и видел все своими глазами. Говорит, что грузовик ехал по главной дороге. С улицы Гаяза из Хаки собирался поворачивать налево. В это время по второстепенной дороге ехала легковушка, которая должна была уступить многотоннику, но делать этого не стала. Поворачивает налево, сворачивает налево, ну и не вписывается в поворот. А там машина на газах уезжает. До прибытия медиков водитель КАМАЗа сам выбрался из кабины автомобиля, однако сделать он это смог только через разбитое лобовое стекло. Головокружение было. Из-за этого скорого люди вызвали. Мужчину с различными травмами и подозрением на сотрясение головного мозга госпитализировали в больницу. Недалеко от места происшествия находится остановка общественного транспорта. И по счастливой случайности людей тогда на ней не было. Иначе пострадавших могло бы быть еще больше. КАМАЗ был загружен щебнем, и все содержимое вывалилось на асфальт. Его трактором стали перегружать другой большой груз. Сейчас, вероятнее всего, виновником аварии признают самого водителя грузовика, поскольку автоинспекторам он про подрезавший автомобиль ничего не рассказывал. Однако, если же он сможет доказать, что аварию спровоцировала легковушка, водители иномарки смогут привлечь к ответственности. В этом ему могут помочь камеры видеонаблюдения, установленные на данном участке дороги. Нафиса Минязова, Мирза Алюшев, вызов 112. Зеленодольские пожарные спасли 5 человек из горящего многоквартирного дома. Прибывшие на улицу Фрунзе огнеборцы обнаружили подъезд, из которого шел черный едкий дым. С помощью спасательных масок сотрудники МЧС вывели из задымленного помещения 2 мужчин, 55-летнюю женщину и 9-летнюю девочку. Еще одну жительницу дома эвакуировали с балкона 5-го этажа с помощью автолестницы. Обнаружив очаг возгорания, спасатели оперативно ликвидировали пожар. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования электрощита. Более 2000 человек без вести пропали в Татарстане с начала этого года. Чуть меньше 200 из них несовершеннолетние. Сегодня полицейские и члены добровольческих поисковых отрядов рассказали о ситуации с поисками пропавших несовершеннолетних. Обсудили проблемы и пути их решения. Куда и почему люди уходят из дома, узнавала Нафиса Минязова. В среднем хочу сказать, что в течение суток в дежурной части поступает 5-7, от 5 до 7 заявлений, обращений о безвестном исчезновении граждан. 9 из 10 пропавших человек удается найти в течение недели, максимум 2. Но при этом в розыске находится 595 человек, пропавших за последние 10 лет. И их местоположение установить пока не удается. Особое внимание полицейские уделяют розыску несовершеннолетних. К слову, каждый 9-й пропавший в республике – это ребенок. Основная причина – ссоры с родителями, которые возникают либо из-за плохой успеваемости в школе, либо когда родители отказывают в приобретении каких-либо вещей детям. То есть они просят, те им отказывают, и они назло решают уйти из дома. Это у нас зачастую такая проблема. Дети в основном ночуют у друзей и знакомых и чаще всего возвращаются домой сами. Также полицейские отмечают, что еще одна основная причина ухода из дома подростков – это неразделенная или же наоборот взаимная любовь. Говорят, обычно девушки уходят из дома к своим молодым людям, забирают документы и не сообщают об этом родителям. Дети также уходят из детских домов, лагерей и приютов. В основном подростков находят в течение суток, максимум дня за 3-4. На этот день в Татарстане в розыске остается 7 детей, пропавших совершенно недавно. 1 из Нижнекамска, 4 из Мензелинска и 2 из Автограда. Еще 17 детей числятся без вести пропавшими. Их не могут найти уже очень давно. Мы неоднократно сталкиваемся, несмотря на то, что мы пропагандируем, что в полицию нужно обращаться незамедлительно, когда человек пропал. Люди до сих пор думают, что есть некий мифический закон 3 суток, которого не существует. К слову, волонтеры с начала этого года нашли 12 пропавших подростков. Всего искали 28. По словам полицейских и добровольческих организаций, основная проблема в поисках без вести пропавших людей заключается в том, что на поиски детей добровольцы откликаются гораздо чаще и быстрее, ежели на поиски пожилых людей. Всего за 10 лет в Татарстане пропали больше 6 тысяч детей и подростков. 20 из них стали жертвами несчастных случаев, 3 были найдены с признаками насильственной смерти. Эти преступления сейчас уже раскрыты. По фактам исчезновения еще 11 подростков возбуждены уголовные дела по статье «Убийство». Нафиса Минязова, Мирза Алюшев, вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.